Кто каждый вечер, видишь, что кушает, сразу спите, наверное, да? Хорошо. Добрый вечер всем. Меня зовут Малика, я из города Пиншикента. Хотела задать такой вопрос. В прошлом году в это же время у вас был в Худжанде тренинг. Я приехала и с вами консультировалась, и вы посоветовали поехать в Китай на учебу. Да? Да, я поехала, там обучалась полгода, и я поняла, что это не мое. Я бросила учебу и приехала. Молодец. И я до этого знала, что я должна стать оратором, тренером. Я для этого приехала в тот раз. И вот в этот раз тоже для этого приехала. Вы станете моим тренером, моим наставником. Значит, если ты в прошлый раз мне попросила о том, что почему я тебе советую Китай, это был для тебя лучший вариант на тот вопрос, который ты мне задала тогда. Ты хочешь стать тренером? Да. По-настоящему? Да. Тогда тебе надо пойти в мою школу, пройти 1,5-годовое обучение на тренера. Я Саид Акбар. Нет, Хасан. Хасан. Я ему позвонила, он сказал, что еще... Нет, в августе набирается третья группа. Третья группа. Вот на эту группу ты должен успеть. Хорошо. Третью группу в августе или сентябре набирается? Я уже подала заявку на учебу в Казахстан. Там вы же сегодня объяснили. Да. Несколько дней назад. Ага. Но я хочу, чтобы вы были моим наставником. Я понял, но чтобы я тебе научился стать профессиональным тренером, это 1,5 года учебы. Будешь учиться профессионально. Я уже тренировала. Хорошо. Вот записывайся на эту группу, чтобы не пропускать. Я научу тебя стать профессиональным тренером. А моя школа очень просторна. Она очень большая простор. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. И уже Америка. Сейчас уже мы в Китай заходим. И очень много стран. Австралия есть, Испания есть и так далее. Огромная территория. Стань хорошим тренером, и у меня методика конкурентоспособна. В ближайшие 30 лет моя методика будет наверху. В ближайшие 30 лет он будет один из самых востребованных методиков. Поэтому, пожалуйста, стань тренером и учись, зарабатывай себе, принеси пользу людям, самое главное. Спасибо. Хорошо? Спасибо. Что? Дорогие мои, вы что-то полезное брали для себя? Очень много полезного. Рекомендую вам, идите на бизнес-класс и бизнес-курс. У вас у всех есть свой бизнес, да? Я правильно понял? Вы же деньги вложили в бизнес. Выберите немножко денег, вложите свои мозги, пожалуйста. Научитесь профессионально делать бизнес. И идите на мини-мастер-класс, который будет 8 по 13, да? Который будет здесь в Худжанде. Здесь возможность больше. Никуда ездить не надо. Это рядом. Никогда на дорогу тратить деньги не надо. Понимаете, люди приезжают ко мне из разных стран. Ко мне приезжают на мое годовое обучение. Каждый месяц парень летит с Нью-Йорка. С Нью-Йорка каждый месяц прилетает в Бишкек. Я когда вижу, что отсюда, иногда некоторые из вас, да, Рустам Джо, запомните, каждый месяц надо летать ко мне. До Бишкека, когда вы не долетите, иногда это не понимаю. Вас тоже касается. Вам всем касается. Инамджон, я правда говорю? Вы же видите мою группу. Вот Инамджон в моей группе учится годовой. Инамджон, видите? Ребята прилетают с Санкт-Петербурга. Парень из Ашхабада летит через Швейцарию, прилетает к нам, потому что виза напрямую не получает. Каждый месяц эти ребята потратят на дорогу в среднем $2000, чтобы быть на учебе, чтобы учиться. Поэтому у них получается, поэтому они разбогатеют. Но я не понимаю, иногда, когда говорю, ребята, ой, Бахористон, ты пешком дойдешь. Так же, пешком можно добраться. Не найдите мне 1000 оправданий. Оправдания оставьте себе. Потому что у вас денег нет, они никогда лишние не будут. У вас что, думаете, когда-нибудь лишние деньги появятся? Да не появится. Время нет, она тоже не появится. Просто главное понимать. Главное понимать, это тебе надо или нет. Просто наш народ не привык за знания платить. Вот проблема в чем. За машины платят, на улице полно же машин. Так или нет? За свадьбу полно деньги. Просто люди не привыкли за это платить. И людям кажется, что как будто это лишний расход. Будьте другим человеком. Тогда зарабатывайте больше. Просто дело не в деньгах, дело уровень понимания просто. Дело уровень ценности. Вот помните, я сегодня что сказал вам? Парень, дворник. Это парень, мне просто, я был в восторге от него. С ноября месяц накопил по чуть-чуть, чтобы со мной на консультацию попасть.
Я сидел, думаю, интересный мир, да? Очень интересный мир. Послушайте, интересный мир. Много людям есть возможность, они эту возможность используют. Они меня знают. Они могли бы со мной и мои знания использовать. А есть другие люди, которые нуждаются, у них нет возможности ко мне попасть. Это такой необычный мир. Это очень важно понимать, оказывается. Поэтому я очень хочу видеть вас туда. Жаль, что вы не поставили проектор, чтобы я показал несколько результатов наших учеников. Но я буду говорить вам просто так, несколько так. У нас есть очень много учеников, которые поднимались. Есть парень, Душанбе Бехруз зовут. Он пришел ко мне, 60 чем-то тысяч долларов у него было долги. Он шьет спецодежды для больницы и так далее, и так далее. 60 чем-то тысяч долларов долги, поставщиков нет, проблема, трудности. Он попал на мой мастер-класс и на индивидуальное обучение. За год мы помогли ему из кредитов в долгах избавиться и доход поднимать где-то на 3-5 раз. Вот в этом районе. Из всех построить. Это же экономили ему 10 лет жизни. Это же выгодно. Очень выгодно. Таких ребят у нас очень много. Есть парень, который... у нас парень из Ташкента. Двери производит. Двери производит. Алхамдулилlah, он начал у меня учиться с 2-3 раза на мой мини-мастер-класс попал. Первый раз он был, по-моему, в этом Алмате. Алмате попал, это было в сентябре, что ли, или октябре. В общем, осенью. И потом на годовой пошел в декабре. До сегодняшнего дня 3-5 раз увеличил бизнес. Всего с декабря месяца на годовой до сегодняшнего дня. Он двери производит. Таких много. Парень из Грозный. Из Грозный летит каждый месяц к нам на учебу. Этот парень тоже 3-4 раза увеличил свой бизнес. Он продает стройматериалы. Кто-то делает, кто-то, можно сказать, медленно двигается, у кого-то быстрее двигается. Один парень из Улан зовут его, Бишкеке. Он, наверное, 5 раз где-то увеличил свой бизнес за это время. Таких ребят много. Не тратьте время. Ваше время самое драгоценное. Потому что, когда вы будете учиться и чуть-чуть быстрее двигаетесь, вы обходите своих конкурентов. А конкуренты же не сидят, они же все равно учатся, они же все равно что-то делают. Не все конкуренты бывают лентяи. Среди них есть очень умные, которые обгоняют вас. Среди них есть очень умные. Они будут обгонять вас. Поэтому это надо делать. Вот. Приходите, вот, пожалуйста, завтра на тренинг, если у вас бизнес есть. Я буду рассказывать на завтрашний тренинг. Я не знаю ваши возможности. На завтрашний день колоссальные знания дам. А потом, после завтрашнего тренинга, идите на мини-мастер-класс. Даже если нет денег, найдите. Мой совет к вам. Найдите, идите, учитесь. Через 3-5 лет будьте очень миллион раз благодарны потом. Это сильно помогает. Завтра буду очень хорошо говорить, как создать рынок, как прибыль построить, как минимизировать кучу расходов, как избавиться от остатки и так далее. Завтра буду очень много таких знаний давать. Это завтрашние знания для мало-среднего бизнеса. Любой, но только для бизнеса. Бизнеса нет, ты не знаешь, как их использовать. Бизнеса есть, ты можешь их использовать. Ну, вы покупали семена, должна быть почва, где сажать их. Также, а если нет почвы, где вы будете их сажать? Но завтрашний тренинг для традиционный бизнес, не для сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг, вы не знаете, где их практиковать. Но если вы в будущем планируете традиционный бизнес иметь, тогда имеет смысл. Но если нет традиционного бизнеса, не тратьте деньги, не идите туда. Кто сетевой маркетинг занимается, не надо пойти туда. Потому что, но если у вас есть план в будущем заниматься традиционным бизнесом, можно, а так не надо. Не тратьте деньги просто так. Ради любопытства тратить деньги не надо. Вот такое. Потом идите на мастер-класс. В мастер-классе что вы добьетесь? Вы поймете, как стратегию разработать. Хочу вас спросить, у кого из вас прибыль вас не устраивает? Хотелось бы, чтобы прибыль была больше. Честно, поднимите. То есть хотелось бы, чтобы бизнес был более прибыльный. Знаете, прибыль с чем связана? Значит, у вас нет стратегии. Если прибыль, она не так, как вам хотелось бы, у вас нет стратегии. Поэтому прибыли нет. Или мало прибыли. Вторая вещь, что я там обучаю, именно управление клиентом и продуктом. То есть, как сделать так, чтобы клиента подталкивать к продукцию, как сделать так, чтобы продукцию подталкивать к клиенту. То есть, создать рынок для вашей продукции, для вашей услуги. Как это сделать? Я об этом буду говорить. У меня мастер-классы.
А потом третья, четвертая вещь, чему обучаю, это управление персоналом. Кадры – основа бизнеса, ребята. Все проблемы бизнеса начинаются из кадров. Например, плохой учет контроль, плохой продажа, плохой сервис, неокупаемые расходы, неокупаемые рекламы, браки, просрочки, плохая доставка, плохая упаковка. Все это благодаря персоналу. Не те люди работают с вами. Или вы не умеете работу поставить команду так, чтобы команда совершенствовалась. Это с этим связано. Поэтому вы научитесь стать сильным руководителем, сильным предпринимателем, лучшим управленцем. И многие проблемы решаются автоматически. Я желаю вам успехов, ребята. Очень рад служить вам. До новых встреч!